Вторым этапом проведения фестиваля стала работа тематических секций. На нескольких побывала наша съемочная группа. Фестиваль – форма работы, которая позволяет свободно выбирать то, что нравится и интересно именно вам. Поэтому тематические секции были организованы в нескольких образовательных учреждениях. Во Дворце творчества детям и родителям напомнили о правилах дорожного движения и безопасному поведению на проезжей части. Игра – самая эффективная форма обучения ребенка. Ученики школы номер 9 разыграли мини-спектакль по правилам дорожного движения. Идея его проста. Я хочу сделать акцент именно на роль родителей в воспитании культуры поведения на дороге. Не нужно, то есть мы привыкли иногда говорить, школа научит, там детский сад научит, вырастет, сам все поймет. Но для того, чтобы он сам все понял и учился не на каких-то своих страшных собственных ошибках, а для того, чтобы привить эти навыки безопасного поведения, мы уже с ясельного возраста должны в присутствии ребенка понимать о том, что он все видит и все копирует. Все хорошее начинается в семье, так называлась другая тематическая секция. Это своеобразные родительские университеты, которые помогают в решении проблем воспитания детей, умении понимать своего ребенка, вместе с ним выстраивать будущее, как стать ему другом. Так или иначе, каждый из нас получает определенный опыт семейных отношений из своей собственной семьи и приносит этот багаж в новую свою созданную семью. С одной стороны, этот фактор очень положительный, конечно, хорошо, есть какой-то стержень, есть какой-то опыт семейный, но, как говорят психологи, двух доверий, знаете, да, Толстой, классика, двух одинаковых семей не бывает. Поэтому иногда наносится вред именно вот таким традициям, которые очень стопроцентно из одной семьи перенесены в другую семью, без адаптации на новые условия, без адаптации на новое время, без адаптации на вторую свою половину, без адаптации на детей, которые друг на друга не похожи. Ведь не факт, и то есть совершенно не обязательно, когда дети похожи на своих родителей. С этим ничего нельзя сделать, это нужно принимать и любить своих детей такие, какие они есть. Любить ребенка, уделять ему внимание нужно всегда. От недостатка подобного общения дети попадают в сложные ситуации. Чаще всего они либо становятся жертвами преступлений, либо сами их совершают. В этом году в Копейске зарегистрировано 99 преступлений, совершенных подростками. В 2012 году у нас 52 кражи совершены несовершеннолетними, в 2011 году 74. Грабежей меньше, но незначительное снижение, 18 грабежей, 19 в прошлом году. Так, у нас любят очень многие наши несовершеннолетние покататься на машинах, поэтому всегда вот эта их статья 166. В этом году у нас 12 угонов, в прошлом году 15 угонов. Разбой это особо тяжкие, в этом году они подходят к особо тяжким, ими занимается Следственный комитет при прокуратуре. Разбоев у нас совершено 2. В прошлом году за аналогичный период 5 преступлений. Так, такая, в общем-то, статистика. Также работа тематических секций была организована в школе номер 6 и станции юных техников.